Первый камень в фундамент заложен. Почти 30 лет мусульманская диаспора стремилась возвести мечеть в селе Орлином в Байдарской долине. Для местной общины 26 июля – большой праздник. За одним столом собрались представители 4 официальных конфессий Российской Федерации – ислама, православной и католической церквей, ортодоксального иудаизма. Крым всегда был полиэтничным, многонациональным. Это такой этнический котел, в котором кипели разные народы, рождались новые этносы. И поэтому мы всегда жили в мире и дружбе. Это удивительно. Но на крымской земле и в Средневековье, и в новое время межрелигиозных войн не было никогда, до 20 века. И поэтому эта удивительная традиция, она должна продолжаться и сегодня, в 21 веке. Решение о строительстве культового сооружения в Орлином власти Севастополя с 90-х годов несколько раз отменяли и принимали снова. Земельный участок не удавалось узаконить должным образом вплоть до 2016 года. К этому шли 32 года с момента начала возвращения нашей соотечественной историческую родину. 26 лет назад было вынесено первое решение для религиозной общины для будущего строительства мечети. Потом она отменялась по различным причинам, выдавалась опять отменялась. К сожалению, так этот земельный участок не был узаконен по различным причинам. Бюрократическим и другим. Слава Богу, в 2016 году решение было вынесено, мы его узаконили, получили все необходимые документы. Площадь участка 25 соток, будущего здания 180 квадратных метров. Проект мечети, документы на землю и разрешение на строительство оформили за 2 года. Вид целевого назначения участка пришлось изменить на религиозное использование. Сметная стоимость сооружения – 15 миллионов рублей. Мечеть построят за счет меценатов. Уже удалось собрать 900 тысяч рублей благотворительных взносов. После уже разработки экспертизы этой проектной документации пришли на разрешение на строительство, и мы, естественно, в установленном порядке выдали разрешение на строительство. И вот теперь это как раз первый шаг, это закладка камней. Дальше я надеюсь, что здание будет построено в точном соответствии проекта, и мы там через год или 2 мы его введем в эксплуатацию, будет, так сказать, законно введен объект и будет востребован мусульманами, и вообще в целом будет украшением Байдарской долины. Всего в Севастополе 6 мусульманских общин, около 10 тысяч верующих. Община Авдет в Байдарской долине – одна из крупных, насчитывает около 1500 человек. Пятничный намаз в Орлином прошел на месте, где вскоре построят Дом Аллаха. Там одновременно смогут собираться 240 молящихся. Байдарская долина всегда была местом, где компактно проживали крымские татары. Но здесь, конечно, живут и представители других этносов. И здесь у нас православный храм. И здесь у нас есть люди, которые исповедуют другие традиционные религии для Российской Федерации. И это просто очень было трогательно, что все собрались вместе за одним столом. Все поздравляют мусульман Байдарской долины с столь знаменательным событием. Новая мечеть появится на этом месте уже через год. Двухэтажное здание в крымском стиле, похожее на Ханский дворец в Бахчисарае, увидят гости Байдарской долины. 2 уровня и минарет для призыва на молитву. Крыша черепичная. Мечеть украсят национальные крымско-татарские орнаменты. Здание по улице Зеленый, 1. Станет местной достопримечательностью. Его будет видно по пути через село Орлиное к Байдарским воротам. Екатерина Коломеец, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.